6 часов утра. Смотрите, что творится на улице. Давайте выйдем, поснимаем. Видели это? Мои следы. Я в 4:30 выходил за водой. Падает снег. Такой сыроватый. Айда выходит, не понимаю, что творится. План. Вот это да, навалило конкретно. По крыше, вот на крыше где-то примерно 10-12 сантиметров уже. Я не знаю, что делать сегодня. В какую сторону идти. Я ждал снега, но чтоб так навалило, это уже что-то с чем-то. Это второй раз на моей охоте. Один раз было так же. Резко так выпал, вот такое количество, даже больше. Вот целые сутки шел снег. И потом я по ледяной, там фильм у меня «Ледяной капкан» был. Как я возвращался, еле-еле. Там резко ударили морозы, снег, вообще жесть. Я чуть в капкан не попал. Еле добрался до дому. Ну, будем собираться. Я уже, в принципе, рюкзак собрал. Ждал, когда закипит чай. Наконец-то тоже закипел этот. Да, чай закипел. У меня рюкзак. И на целый день я собираю как бы поход на литровый термос сегодня возьму. Вот, сейчас позавтракаем и в путь. Посмотрим, куда сходим. Куда именно, вы увидите. Погода такой сюрприз выкинула. Вот я рюкзак собрал. Смотрю, куда мне идти, в какую сторону сегодня, не могу понять. Как-то в шоковом состоянии. Так все резко поменялось. Озеро весь в снегу уже. Просто я боюсь того, что река мелкая, и это заснеженная, вот когда снег идет, все набивается, вот такие. Быстро закрывается река, лед встает. Хотя так как сильных морозов еще не было. Хотел сегодня очень далеко сходить. Но знаете, вот рано или поздно, может в середине дня еще этот снег будет таять. И решил все-таки сходить к вчерашнему глухарю. Отпустил собак, вместе с собаками побродим. В принципе, на все это у меня уйдет тоже целый день. До 2 часов примерно. А там надо посмотреть на речку и что-то думать. Жена вот вчера говорила, что показывает дожди, а вон как все выходит. С одной стороны, это, очень мне приятно, радостно. Вот такой прохлада, но я оделся, демисезонную куртку еще одел. И плащ взял с собой. Я буквально через час я уже буду сырым. Потому что, знаете, это не то, что вот минусовая какая-то, очень холодно и снег. А этот снег осенний, он еще какой-то вот, это с утра еще такой, а днем может еще растаять. Запросто может еще растаять, в принципе. Давайте не будем думать о плохом. Давайте сегодня сходим к вчерашнему глухарю, так называемому. Будем надеяться, что резкие морозы еще не ударят, и еще пару дней мы успеем сходить на те места, куда я хочу, куда мне хочется. Я целый год ждал этого сезона. И дальше будем охотиться, ходить. И на таежный ручеек я хотел еще там хариуса попробовать порыбачить. Ладно, давайте не будем время терять, уже 7 час, надо идти. А по пути поснимаю, но сегодня снимать очень мало буду. Даже я на голову камеру не буду ставить, на руках буду держать, потому что все время буду я в кармане держать видеокамеру. Сильный снегопад, дожди, все в перемешку сегодня будет, думаю. Когда листья желтые, красиво,
Первый снег тоже делает красоту. Ох, блин, за пазуху в снег попал даже. Вообще идешь, так хрустит под ногами. Но ничего, сейчас выйдем на просеку. Там лучше будет. Просека широкая. Думаю, туда идти или еще куда. Другое место еще не ходил туда. Как сказать, тоже сосновый лес. Смешанный, интересный. Видели как? Вроде думаешь, уже пора капканы ставить, но этот снег может растаять запросто. Ну и оттепели очень много еще будет. И когда куница залетает, ну если не проверяешь вовремя, портится шкурка, короче. Из-за того, что тепло на улице. Вон она. Пока тишина. Только следы у собак. Даже рябчик нигде не перешел. Ну, это то же самое, как будто дождливая погода. Может, тоже сидят, где-то спрятались. Вот когда это все закончится, снегопад, выйдет солнце, вот они начнут по первому снегу бегать. Особенно глухари любят первый снег. Молодые глухари. Куницы, если есть. Все это дело знакомо. Ху-ху-ху. Блин, когда вот по такой дороге идешь, по такой пути, по таким путям, начинаешь потеть. Но деваться некуда. Иду по средней просеке. Чем-то по тайге, думаю, лучше сегодня по просекам и по дорогам бродить. Потому что снег сыпется и прям сразу тает. Одежда сырым становится. Ну, иду, и у меня еще есть время дойти до квартальной просеки. И там уже я должен выбрать из двух вариантов один. Что мне дальше делать? Налево идти или направо? С правой стороны вчерашний глухарь. Ну, кроме этого, возможно, кого-то еще увидим. Или направо, налево идти. Там глухариный ток, там 100% тоже глухарь есть. Не знаю, что делать, честное слово. Если направо пойду, то в основном у меня путь будет по дорогам, по лесопунктовским в основном. Налево пойду по просеке, потом тайга. Бесконечная тайга, вот так, по такой гуще леса придется мне ходить. И что бы вы выбрали? Сразу, вот скажем, направо пойду, круг сделаю, и с левой стороны вот этот тоже кружок сомкнуть, у меня сил не хватит. Просто физически я не смогу. Это такой большой круг, и световой день не хватит. Ходить, смотрите, как проваливаешься, мох, и
Дополнительно еще снег. Тоже капитально притормаживает. Идешь вот, как будто буксуешь. Ну, тяжеловато. Но интересно, честное слово. Свежий воздух вообще. Ну, я не знаю, с чем сравнивать. Кто знает зиму, тот поймет. Спотел ужасно. Вот так. Ну, собаки бегают, пока ни одного свежего следа нигде. Тишина вообще, и даже синицы сегодня не поют. Айда наслаждается, ходит тоже. Вот так выглядит ее след. Сейчас уже точно мы увидим, волк есть или нету. Ну, примерно так. Хоть немножко вон сосны появились. Да блин, тут какое-то место, но с левой стороны вообще там сыро. Наверное, это тягун какой-то идет туда. Какая-то яма. Тулан бродяга, его мало я его вижу вообще в тайге. Сейчас вот домой съездили, он после этого поездки вообще капитально бегает, работает, в принципе, нормально. Тулан кого-то лает. Перестал. Совсем перестал. Или кто-то сидел на дереве, улетел. Тишина. Перестал. Айда виляет хвостом, и тулан там лает. Давай, мон ветлам. Балатень такая, блин. Или рябчика лает, или белку может. Мон. Ой, блин. Такие елки тут. Ой-ой-ой. Хорошо, когда сосна, елки, блин. Ой. Тонешь тут нахуй. Опа. Сосна еще там.
его знает. Птица или зверек там. А это что-то молчит вообще. А, вон белка, ё-моё, блядь. На сосне белка. 50 рублей там бегает. Ага. Увидел там я его. Так. Куда он спрятался-то? Конечно же, стрелять в него не стану. Но я его видел где-то. Он там пробежал. На этой сосне он. Молодец, хоть отработал, и то ладно. Пипец тут нахуй. Фух. Ай, блядь. Не, реально сейчас не вижу его. Может, перепрыгнул уже. Белка была. Белка. Ой, блядь. Это да. Проходимые чаще тут. Ух. Молодец, Тулан. Молодец. Работал, это ладно. Так. Отсюда тоже. Не, может перепрыгнуть действительно. Вон он. Нет, это не от этих. Я думал, от шишек. Вот, блядь. И спрятался так, что непонятно, где он. Ну, короче, на этой сосне белка сидела там. Я видел, как он с той стороны он бежал по ветке. Так, не будем время терять. Хрен с ним, пускай сидит. Ой, Тулан уже убежал, вон летит. Молодец, парнишка, отработал. Но раз, второй подстрелишь белку, потом, блядь, будут они этим заниматься. А это пока не увидит она, не будет лаять. Она берет зрением. Вот я теперь сейчас буду искать, где просека. А вон она. Это уже, считай, дошли до того места, до нужной просеки, получается. Вон он. Ну да. О, вот. Раз потянула нас правее, все, пойдем направо. Это уже знак. Это уже знак. Белка дала знак, что надо идти вправо. Круга войдем такой. Ну, нам на целый день хватит этот кружок, достаточно будет. Фух. За неделю хождение по тайге. Первая кополуха. Вот тут буквально где-то сидела она. Сейчас глянем. Стайда вон туда побежала. А птица где-то вот здесь, ну, недалеко. Примерно вот тут, наверное, где-то была. Из земли он поднялась. А где следы у нее? Я думал, вообще кополух нету, что ли. А где она сидела-то? Вообще не понял. Тут она сидела. Сюда она взлетела. Прикинь. Ни хрена себе. Что, она на веточке где-то сидела или что?
Я никак не пойму. Не понял. Пипец. Вот это да. Вот тут она сидела. Ну отсюда взлетела. Я не знаю, где именно она. Не понял. Вообще не понял. Все. Не увидел я его. Эти следы. Пипец, блядь. На воздухе, что ли, она висела она. Вот же, вот, вот следы. Вот, отсюда и дернулась. Я искал там, а он подальше, оказывается, бля, вот. Вот следы, вон. Это кополуха. Откуда пришла? Ну, собака уже натоптали, вот следы. Но отсюда и дернулась, вот. Так, подожди, это тоже не то. Я уж запутался вообще. Похоже на след собаки, потом вроде оттуда это дернулось. На. Блин, да хуй с ним. На. Идти надо, блядь, хуйней страдаю тут, блядь, хожу. Просто интересно было показать все это дело, как, откуда птица пришла, куда улетела. Все натоптано уже собаками. Хрен разберешь. Улетела, пусть уже дает потомство в будущем году. Предатель. Смотрите, какая красота. Ой, блин. Как же все красиво. Собака очень далеко там впереди. Тулана вообще не вижу. Жайда куда-то. Вчера тут ходил. Видно, чует там вчерашний мой след. Он. Хрен его знает, куда ушла. Фу. Ну, погода пока держится. Даже вот снег не выпадает из деревьев. Прохладно. Дошел до вчерашнего угла. Вот здесь взлетел глухарь. У меня собаки вперед ушли. Налево сейчас свернем. И уже пройду через эту вырубку. Потом сырое место и старые лесопунктовские трассы начинаются. Вот там буду бродить по старым вырубкам. В надежде обычно по первому снегу уже, если есть, так косачи выходят на деревья. Фу, знаете, пока до сюда дошел, у меня в ногах мышцы так напряглись. Как будто фитнесом занимаюсь на спортзале уже непрерывно. Кручу велосипед, блин. 2 часа. Тяжковато ходить. Ходить становится. Вон. Сантиметров 15 уже снега так. Ладно, пройдусь. Может, встретим его, старого глухаря. Тулан, надеюсь, догонит. Хреново под ногами, под снегом, ничего не видно. Спотыкаешься, идешь, блин. Вот вчера лебеди, стая лебедей пролетели, и вон как снег. А вон Тулан, наконец-то тоже я увидел его. А, Тула,
Давай, короче, короче. Мона, короче. Мона. Фу. Хорошо. Тяжело и хорошо ходить. Вот такая вырубка, блин. Вчера была одна картина такая вот. Без снега, без ничего. Сегодня зима полным ходом. Ой, блин. Сегодня переночую. А завтра уже будем смотреть, что дальше делать. С утра погоду посмотрим. Если морозы ударят, все, хана. Лед быстро встает на этой реке. Потому что мелкая река, блин. Вон, ребята, окраинной вырубки. И вот смотрите, через что я прохожу. И скажем, я вчера стрелял глухаря, но не слышал звук попадания, ничего. Но если вдруг, вот скажем, не услышал, но вдруг попал, и он с того дерева полетел вот в эту сторону. Смотрите, где его потом искать. Вот почему-то меня все равно сюда тянет. Сходить, посмотреть. Две собаки, скажем, они если по пути встретят, вдруг, если действительно я тогда попал, и эта птица упала, конечно же, они найдут. Но здесь искать, как в русской лотерею выиграть. Попробуйте там миллион выиграть. Вот так же. Здесь ручей где-то должен быть, блядь. Уже ручья не видно. Вообще кошмар, что творится. Там дальше, что ли, ручейно? Да нет, вряд ли. Вряд ли я попал вчера. Потом в комментариях пишут: дичь стреляете, подранка оставляете. Умные комментарии, конечно, оставляют. Бывает, знаете, вот стреляешь, попадаешь и видишь, птица падает. Сколько ищешь, блин. В прошлом году, наверное, так утку я искал, навигатором искал. Кружил по одной и той же тропинке, чтобы не ходить, навигатор включил. Так что, уедет. Тем более непонятно. Здесь вон тоже мой капкан был. Но здесь капкана нету, только коробка. Здесь на буране я езжу зимой. И капканы, тулан. Капканы ставлю по пути. Ой, туланчик вернулся. Пошли. Давай искать. Искать. Здесь, блядь, мне час придется идти так. Не разгонишься тут. Шаг лево, шаг вправо, до пояса можно провалиться. Не хотелось бы так бультыхаться тут в грязи. Ух. Ой, блядь. Ладно, короче, ни конца, ни краю. Я буду дальше идти тут. Буквально прошли-то 30 метров, наверное. Вчера, ребят, я хотел, но не попалась под глаза вот эта трава. Вот смотрите, вот такая. Вон более-менее свежая, вон зеленая. Вот этим питается глухарь. Вот в таких местах они все лето обитают. В непроходимых местах.
Они перья меняют, линяют также полностью. Они оголяются, линяют перо. Ух, ебать. Ух, блядь. И вот в таких местах они живут, питаются. Знаете, они прячутся так, что даже лисы не находят их. Вот такие делишки. Вон он. Это трава. Не знаю, как называется. Как-то рассказывал уже в своих фильмах про эту траву. Они вон в сырых местах растут. Пипец тут. Ой, блядь. Ничего не вижу под ногами. Хрен знает, куда наступаешь.